Паника вокруг коронавируса. Мы начнем принимать гостей из других стран. Мы используем лучшее оборудование. Это министерство считается одним из самых скрытных. Я очень надеюсь, что вся эта информационная паника, которая вокруг коронавируса есть в мире, она сойдет на нет буквально в течение ближайших 2 месяцев. И как раз таки к началу туристического сезона все уже подуспокоится. И мы начнем принимать гостей из других стран, возможно, даже из Юго-Восточной Азии. Я сейчас говорю именно о Российской Федерации, которая начнет принимать туристов из тех стран. А на данный момент, если откровенно, коронавирус уже сыграл некую негативную роль на туризме. Как мы знаем, многие европейские страны уже закрыли свои спортивные объекты, уже многие спортивные соревнования проходят без зрителей. И, к примеру, впервые за 52 года в начале марта была отменена крупнейшая в Европе туристическая выставка в Берлине. И это, конечно же, не может не сказаться на туризме в целом. Но на данный момент, если говорить про Чеченскую республику, мы какого-либо спада по туристам не наблюдаем, потому что большинство, конечно, процентное соотношение туристов Чеченской республики – это жители Российской Федерации. И, как я уже сказал, как раз основные потоки, основные массы туристов, иностранцев, они приезжали в нашу республику в летний период, когда как раз уже идет активный туристический сезон. Поэтому будем ждать улучшения ситуации с коронавирусом. То ограничивающее законодательство, которое на территории всей Российской Федерации, как вы знаете, многие авиаперевозчики уже перестали летать в страны Юго-Восточной Азии, Китая и так далее. Поэтому те возможные моменты соприкосновения зараженных коронавирусом со здоровым населением Российской Федерации, они уже отсеклись на этом этапе. Поэтому ограничений, как вы знаете, в Российской Федерации по проведению больших событийных мероприятий на данный момент не было. К примеру, через пару дней в Москве состоится крупная выставка «Интурмаркет», которая пройдет. И организаторы, которые не объявляли о том, что выставка не будет организована. И буквально через неделю уже также пройдет в Москве крупная международная туристическая выставка, которая называется МИД. И также организаторы пока не заявляли о том, что эта выставка не пройдет на территории Москвы. Хотя, как мы знаем, власти предпринимают все меры для предотвращения въезда на территорию людей, которые болеют коронавирусом, или же изолируют их от здорового населения. И эти меры на данный момент довольно-таки действенны, поэтому каких-либо предпосылок к тому, чтобы мы отменили большие мероприятия на территории Чеченской Республики, мы не наблюдаем. Я думаю, что мы на самом деле с вами являемся свидетелями интересного нового события, когда из, возможно, не самого опасного, не самого смертельного вируса раздута такая всеобщая, скажем так, мирового масштаба паника. Этнотуры очень любимы туристами. Естественно, турист, который приезжает в нашу республику, в первую очередь хочет погрузиться в культуру, в обычаи, хочет погрузиться в нашу национальную кухню, он хочет понять нашу национальную кухню. И на данный момент мы делаем все, чтобы через как раз таки даже гастрономию в том числе мы немножко приоткрываем завесу от наших традиций, наших обычаев. И в Чеченской Республике работают компании, которые предлагают такие услуги. То есть они погружают туристов в быт, в традиции чеченского народа, приглашают их в семью. И один из, кстати, таких интересных первых экспериментов, который уже давно существует на территории Чеченской Республики, это в Итумкалинском районе, в селе Тазбичи, был такой гостевой дом «Астор», они одни из первых, которые принимали всегда туристов, и турист там мог не только переночевать в этом гостевом доме и попробовать национальную кухню, также он мог, допустим, легко зайти на кухню, посмотреть, как готовятся эти блюда, которые он будет есть на ужин. Мог даже принять участие в готовке этого ужина. И также семья, которая принимает, то есть владельцы этого гостевого дома, они занимаются разведением пчел, пчеловоды. И в сезон как раз таки туристы также могли погружаться именно в такой экологический,
в сельский туризм и прикоснуться, скажем так, к процессу производства меда. То есть это говорит о том, что в принципе это направление набирает обороты, и я надеюсь, что в этом году таких семей и таких предложений будет больше, потому что мы чувствуем востребованность рынка именно к погружению. Все то, что мы сейчас делаем, те инфраструктурные решения, те шаги, которые мы предпринимаем с точки зрения развития туризма, говорят о том, что у нашей республики действительно большое будущее, большое туристическое будущее. Дело в том, что в Швейцарии уже много-много десятков лет развивает свой туризм и развивали определенный бренд, скажем так, Швейцарии. Как опять-таки, между прочим, обратите внимание, у нас очень много сходств со Швейцарией, несмотря на то, что Швейцария почти в 3 раза больше, чем Чеченская Республика. Тот же экологический туризм, который вы Да, те же горы, тот же экологический туризм, те же экологически чистые продукты питания, та же безопасность, это очень, кстати, важно. Швейцария является одним из самых безопасных уголков Европы. Тот же подход к клиенту, тоже радушие, на самом деле, который действительно отмечают многие туристы, которые бывают в Швейцарии. То есть при тех шагах, которые мы делаем постепенно вот в сторону инфраструктурных даже решений, те инфраструктурные решения, которые мы сейчас принимаем в нашей республике, говорят о том, что у нас очень хороший задел, мы сразу делаем хорошие, интересные проекты. Я сейчас, допустим, к примеру, говорю о том же горнолыжном курорте, который очень распространен в Швейцарии. И все то оборудование, все те технологии, которые Европа копила собственными ошибками, скажем так, методом проб и ошибок, мы уже используем лучшие методики, мы используем лучшее оборудование и реализуем эти проекты на территории Чеченской Республики. То есть нам нужно будет, я думаю, что чуть меньше времени, нежели в Швейцарии, чтобы превратиться в действительно такой настоящий кавказский бренд Кавказской Швейцарии. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что в прошлом году в рамках как раз-таки обустройства и в рамках поиска новых экологических маршрутов, новых пеших маршрутов мы организовали трейл-раннинг, это бег по пересеченной местности вокруг озера Кизилям. Это был марафон на 42 километра. Несмотря на то, что у нас это был первый опыт, мы ранее не проводили подобных мероприятий, у нас было буквально месяца, наверное, 1,5 на подготовку и на анонс этого мероприятия, мы обратили внимание, что большое количество местных жителей и большое количество туристов из других регионов приехало на это мероприятие, как только они узнали, что в Чеченской Республике открылись марафонные дистанции, открываются такие вот интересные любительские, пусть и даже любительские соревнования. И, насколько я помню, было порядка 120 участников, и большинство из них, конечно же, были из Чеченской Республики. Но на наш вопрос, кто здесь оказался сегодня впервые, около 50% подняли руку и сказали, что они впервые, несмотря на то, что большинство из них было жителей Чеченской Республики. О чем это говорит? О том, что интересные, яркие, даже событийные, спортивные мероприятия привлекают не только из других регионов, но и внутри республики. А для нас это очень важно. Одна из основных целей, которые ставит перед нами глава, это развитие внутреннего, именно регионального нашего республиканского туризма. На самом деле я в Чеченской Республике, так как у нас очень много и климатических зон, и географических, скажем так, зон, я на самом деле люблю абсолютно все уголки Чеченской Республики, они все для меня по-своему и по-особенному любимы, потому что мало кто знает, например, что в 30-35 километрах от Грозного, если двигаться на север, открываются прекрасные степи, открываются песчаные барханы. Я очень люблю тот район, я очень люблю там проехаться на машине. Мы 2 года подряд организовывали там любительские авторалли. И, кстати, когда мы организовали там первые ралли, там было около 25 экипажей, то есть по 2 человека. И даже тогда большинство из участников сказали, что они впервые в этих районах и впервые видят вот красоту нашей степной Чечни. На
самом деле туристы, которые приезжают в Чеченскую Республику, вообще согласно статистике, они очень часто возвращаются сюда вновь. И даже те туристы, которые приезжают, казалось бы, в однодневный тур, те значит, люди, которые пробывают в санаториях минеральных вод и приезжают в Чеченскую Республику, в город Грозный с однодневным туром, они оставляют, увозят с собой очень теплые, приятные воспоминания о Чеченской Республике, о нашей столице. И очень часто возвращаются сюда со своими родными, близкими, возвращаются уже, чтобы провести больше дней, увидеть не только город Грозный, но и горную часть. И у кого-то из туристов появляется такая вот мысль, а не провести ли здесь. Кто-то, кстати, приезжает сюда с идеей организовать здесь свой бизнес, кто-то перевозит свой бизнес. Я знаю много людей, которые перевезли сюда, в Чеченскую Республику. Я знаю людей, которые приезжают сюда, переезжают сюда с семьями, потому что они видят, что регион очень безопасный, что регион очень традиционный, и они хотели бы, чтобы их дети воспитывались вот в таком вот традиционном обществе, несмотря на то, что сами они не являются чеченцами. И вот есть туристы, которые пошли дальше, которые хотят связать себя узами брака на территории Чеченской Республики, в городе Грозный. Это очень приятно, это очень отрадно. Это говорит о том, что город, как и был ранее, очень мультинациональный, очень мультикультурный. И сейчас, вот благодаря усилиям нашего главы, город не только и республика, не только самый безопасный, самый чистый и открытый регион Российской Федерации, но и очень привлекательный с точки зрения туризма. То есть сделать из поствоенного региона, восстановить республику и сделать так, чтобы о нем говорили не как о поствоенном регионе или о регионе, где был спад по всем позициям социальной и экономической жизни, но превратить его в цветущий сад и сделать его туристической Меккой юга России, это вот и есть путь Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазат Облельсон, путь нашего первого президента и достойный продолжатель его дела, наш лидер Рамзан Ахматович Кадыров, за которым все мы сейчас и идем, сделал так, что это стало возможно в очень кратчайшие сроки. В принципе, никто в это не верил, в это верил всегда Рамзан Ахматович, и он показал всему миру, что его идеи, они не остаются никогда на бумаге, никогда не остаются в голове, он всегда достигает своих целей и всегда реализует их в жизни. Всегда стараемся идти в ногу со временем, всегда стараемся предоставить нашим туристам, нашим жителям республики в первую очередь интересное, яркое событийное мероприятие, которое останется у них в памяти, которого они будут ждать с нетерпением. И очень важно при проведении таких вот массовых гастрономических, особенно фестивалей, это регулярность. То есть их нужно проводить обязательно регулярно, из года в год, чтобы выработать уже у туриста даже, скажем так, некий определенный рефлекс, чтобы он понимал, что в апреле там его ждет фестиваль шашлыка в городе Грозный, а в конце зимы, в начале весны он может приехать в город Грозный и насладиться фестивалем Хонгфест. То есть регулярность – это очень важный фактор. Действительно, вы правильно сказали, что многие иногда обвиняют нас в том, что мы немножко секретничаем, кто-то думает, что мы не понимаем, что мы делаем. Бывало и такое, к примеру, как с фестивалем Черемши, когда некоторые СМИ, скажем так, да, хейтеры, пусть даже хейтеры, это плохая реклама, тоже реклама, они считают, что мы забросили аккаунт нашего фестиваля и не ведем эту страничку. И совсем не понимают, что это просто наша тактика. Мы делаем это нарочно, мы делаем это специально. И та аудитория этого аккаунта в социальных сетях, она нам будет нужна уже ближе к следующему фестивалю, поэтому разогревать мы ее будем чуть позже. А сейчас страничка выполнила свою функцию и может потихонечку, скажем так, отдохнуть. Вот. И таких, конечно, действий мы производим очень много. Мы действительно понимаем, что мы делаем это планомерно, мы делаем это согласно некому плану, который мы выстроили. Одно могу сказать, то, что фестиваль «Шашлык-машлык», который пройдет 18 апреля в городе Грозный, точно будет, наверное, одним из самых массовых
из фестиваля «Шашлык-машлык» точно будет очень интересен туристам и жителям нашей республики любого возраста. И он будет очень полезен для жителей нашей республики, в первую очередь, потому что мы познакомим его с уникальным и, наверное, очень таким богатым ассортиментов продуктов, которые производятся в Чеченской Республике, с которыми мы хотели бы познакомить просто большей массы. Результатом всех этих фестивалей, я надеюсь, что станет то, что наши рестораны, в том числе города Грозного и рестораны нашей республики, будут больше уделять внимание национальной кухне, потому что когда в республику приезжают гости, в первую очередь, конечно же, они спрашивают, где можно поесть национальной еды, традиционной еды чеченского народа. И, как мы знаем, даже в тех заведениях, к примеру, где в Грозном подают суши, в основном и основной акцент делают, допустим, на суши, обязательно в меню присутствуют национальные блюда, там, такие как хингл, щепелкш и так далее. Это уже о многом говорит, но мы бы хотели, чтобы все-таки этот акцент именно вот с европейских, азиатских, ближневосточных, может быть, кухонь, он немножко все-таки перешел на сторону чеченской кухни, чеченской кулинарии, и, потому что это то, зачем сюда едет турист в полной мере. На самом деле, это гастрономия, это очень важно. Скажу откровенно, мы пользовались услугами и помощью, я бы даже не назвал это услугами, это именно мы пользовались помощью наших коллег из Санкт-Петербургского брендингового агентства ProName и лично скажем так, помощью Юрия Записоцкого, который нам помог, направил, и все то, что мы чувствовали, смог изобразить, скажем так, визуализировать. Ведь если посмотреть на нашу многострадальную историю чеченского народа, несмотря на то, что бы с нами ни случалось, какие бы черные страницы истории не встречались в нашей книге, мы никогда не сдавались, мы никогда не падали духом, мы всегда быстро приходили в себя, мы всегда быстро приводили в порядок свою республику и всегда сохраняли вот тот самый важный стержень нашего народа. Мы всегда сохраняли свои традиции, обычаи, свой язык. И что это, как не огромная нация героев. Соответственно, то место, где мы живем с вами, это и есть земля героев. И каждый турист, мы, конечно, по-разному это интерпретируем, и каждый турист, который приезжает сейчас, вот, понятно, что в массах еще бытует, к сожалению, мнение, что здесь до сих пор идут какие-то военные действия. И на данном этапе тот турист, который приезжает в Чеченскую Республику, он отчасти чувствует себя героем, который приехал в тот регион, в который ему было немножко некомфортно и морально, как он считал, небезопасно приезжать. Однако они приезжают, понимают, что все то, что они видят по телевизору, все то, что им десятками лет насаждалось прессой, все это неправда, и что народ у нас очень открыт, народ у нас очень любит гостей, очень гостеприимен. И несмотря на все тяготы, как я и сказал, он сохранил в себе вот это вот понятие «нохчалла». Мы остались теми самыми чеченцами, которыми мы до сих пор гордимся, поступками своих предков. Мы ими гордимся, мы ими восхищаемся. И, к счастью, благодаря нашему главе, который личным примером показывает, что это, у нас сейчас есть возможность не только гордиться прошлым наших предков, нашей истории, но и соответствовать им. Вот это очень важная часть, потому что просто гордиться и не соответствовать, это было бы равносильно тому, что мы просто потеряли бы себя. Но благодаря Ахмад Хаджи Кадырову, который воссоединил наш народ, который объединил его и показал нам верный путь для развития, для созидания, для мирной жизни, сейчас мы находимся в республике и сидим с вами, даем интервью по поводу 10-15 лет назад это казалось бы просто невозможно.
И я считаю, что это заслуга всего народа. Они поддержали нашего первого президента, они поняли, что не хотят больше быть обманутыми, они поняли, что они хотят достойную, справедливую, безопасную жизнь на своей собственной земле. И вот именно поэтому это земля героев.